2025 года на волнах польского миграционного радио «Ими радио». Снова с вами я, Зуртан Халтаров, и авторская передача «Когито Бурята». Сегодня с нами будет несколько гостей, и с нами гость, активист, борец за независимость и суверенитет Черкесии от Черного моря до Чечни, да? Как правильно сформулировать? Ибрагим Яганов. Ибрагим, приветствую. Приветствую всех. Так, я извиняюсь, я тут немножко... Да, теперь слышно, теперь я слышу тебя, да. Ну вот, давай из прошедших новостей, хотя, конечно, сегодня анонсировали вот такой эфир, что будет посвящен вот тому, что делает Трамп там в США, вводя тарифы. То есть он практически со всеми странами и территориями различными ввел тарифные пошлины. И вот как ты думаешь, чем это вот обернется для, так скажем, всего остального мира? Вот уже фондовые рынки просели, там, значит, хорошие русские уже в интернете там обеспокоились, а что же будут нищие американцы кушать, ведь цена-то на товар это вырастет, Китай не пострадает, Канада не пострадает, а пострадает кошелек рядового американца. Но я многим просто говорю, погуглите, сколько бедный американец в США уровень, и вы просто удивитесь. Что бедность там начинается в разных штатах от 20-30 тысяч долларов. И это он начинает получать различные, значит, выплаты от штата, не от некого американского государства, именно от штата. И умножьте просто на валюту в своих странах, и вы поймете, что это довольно это в некоторых местах просто средний класс. Трамп сейчас занял весь эфир. Даже утюги о нем начали говорить. Это основная тема, потому что он разворошил все это осиное гнездо под названием Земля. К Америке сейчас подвязано все, как к стране-лидеру. Старый мир, который был сформирован в 1945 году, 80 лет прошло, надо было что-то. Хотя это правильно, но как это делает Трамп, конечно же, весьма противоречиво. Ну, это как в свое время, значит, в советское время, ты помнишь же, там была Павловская такая реформа, когда 50-ки и сотки в течение суток надо было куда-то потратить. Другое было. Ну, то есть это просто вот ситуация, когда, ну да, действительно, вот, то есть все были обеспечены, особенно большое количество хороших русских сидело на этих грантах от USAID. Это же ведь не только так, что какие-то там СМИ пострадали, какие-то фонды, то есть это внутри еще и Соединенных Штатов пострадали университеты, например. Оказалось, что практически 9 или 10 миллиардов долларов Америка ежегодно тратила на привлечение каких-то талантливых студентов со всего мира. Ну, я помню, короче, вот эту отборочную всю систему, там так далее, она достаточно такая сложная система. Действительно, люди мотивированные в Америку ехали. Но вот, по-видимому, в такие программы, вот 90-е 2000-е годы, я там встречал этих людей, да, в основном это были вот, ну, в Бурятии, это дети чиновников, да, то есть вот им вот это обучение в Соединенных Штатах, там, ну, год они там учились или еще что-то, то есть оно их на самом деле не преобразовывало в каких-то людей, которые вот будут заботиться о демократии, а наоборот, это их наоборот развращало, придавало им такой некий элитарный флер, что вот они там могут. И вот совершенно обратный эффект это производила система, поэтому, ну, обучение в Соединенных Штатах, не напитывались они там никакой демократией, абсолютно эти все представители, и вот те все программы, которые были связаны там с научным сотрудничеством, ну, в той же Бурятии там и так далее, ну, там деньги все проели. Один там академик говорил о том, что, ну, будущий академик, он тогда говорил, что ласковое дитя двух маток доет. То есть, по-хорошему, если бы действительно как бы
какие-то изменения хотели бы быть, американцы бы просто вот этот поток финансирования на демократию, они бы контролировали в 90-е годы, да, а они его не контролировали, в итоге привело, что Америка богатая, ну, ничего не будет, если мы эти деньги стырим, скажем. Ну, ну, то, что надо делать, это первый вопрос, всем понятно. Стоит второй вопрос. Как делать? Если, раз ты вспомнил реформу Павлова, давайте вспомним. Ну и потом шоковая терапия у Гайдара была. Кто пострадал тогда? В первую очередь пострадали бабушки, которые под матрасом держали деньги на свои похороны, которую они копили всю жизнь. Вдруг эти денежки превратились в бумагу. Ну вот смотри, что за дурацкая страна копить на собственные похороны. Это же вот что-то патология какая-то. Я помню, действительно, то есть это было же важно для людей лежать красивым, причесанным, ухоженным, короче, с маникюрчиком в гробу. Это вот какая-то фикция была. Прям в советском сообществе вот эти похороны, это единственное, кстати, что умели хорошо делать, это хоронить в Советском Союзе. Кто постарше, тот помнит это. Бизнес, конечно, хороший был. Таких бизнесов было очень мало. Вот у нас в Черкесах есть поговорка. Если невесту украли, еще не было, чтобы не было бракосочетания. Если человек умер, то еще не было, чтобы его не похоронили. А это бизнес такой, что отложить там или же как-то по-другому переформировать не получится. Можно опозориться. Ты же не хуже, чем остальные, должен достойно похоронить. Ну имеешь в виду, да. это конечно. И вот они, да. и те, кто кого должны были похоронить, и тот, кто должен был его похоронить, они об этом думали. И они это как неизбежный процесс. У нас говорят, ну, я когда служил в армии, была очень знаменитая поговорка. Дембель неизбежен, как крах империализма. Похороны тоже неизбежны. Да, вот бурятам, особенно там таких, так скажем, помоложе, короче, я вот от них это узнал, что оказывается свадьба, ну, которую свадьбу там кто-то бракосочетается и так далее, вот такое сочетание, оправдалась ли свадьба? Я в смысле говорю, как оправдалась? Ну, в том смысле, получили ли какие-то больше, чем потратили. Я говорю, ну, свадьба же не для этого делается, это для того, чтобы, ну, себя показать. Но вот действительно, да, и там потом куча статей было, и таких же в Казахстане статьи, что вот вроде эти дурацкие традиции, когда там какие-то семьи залезают в долги для того, чтобы, ну, пыль в глаза пустить, шикарной свадьбой, там, запуском там всяких, чтобы 30 минут там что-то калашматило, и фейерверки, там еще прочие какие-то знаменитые певцы выступали и так далее. Ну, что вроде это разрушает традиции, это не соответствует казахским или там бурятским традициям. На Кавказе это целая индустрия. Свадьба. Да. Это не просто... Но на Кавказе же, видишь, и разводов практически нету, я так понимаю. Ну как нет? Есть это... Но раньше не было. Да и раньше были. Ага, просто. Кавказ тоже цивилизованная страна. У нас даже телефоны, телевизор. Ну, извини. Так что разводы тоже. Мы ничем не хуже остальных, как говорится. И вот здесь возникает вопрос, как все-таки реализовать идеи, которые сегодня пытается Трамп вынести на арену. Сама личность, Дональд, как-то его Потапенко называет по отчеству. Откровенно говоря, Дональд Робертович, наверное, Альфредович, такой. Или Альфредович, да. Личность незаурядная и интересная. Особенно вот манера его разговаривать меня очень удивляет. Последняя его фраза, что полмира мечтает поцеловать его пятую точку, меня удивило. Да не, он же там говорил вполне утвердительно, что на самом деле ему звонят. Уже звонят и уже расцеловывают, лишь бы пошлина не вводят. Ну, есть разные вещи, которые можно по-разному в общем, преподносить. Я не президент, но вот таким образом выражаться я бы не стал. Но нужно понимать, что ведь часто внешняя политика, вот как, например,
в путинское время, да, вот эти вот всякие громкие заявления того же Лаврова, там всякие вот этих, сделали же на пустом месте из алкоголички из МИДа, как ее, Захаровой, там чуть ли не какой-то мем ходячий, что она там какую-нибудь чуть ерунду не скажет, так все хорошие русские там разносят, значит, по этим пабликам ее эти прекрасные глупые мысли, да. И один из, значит, диссидентов еще советской закалки, он говорит, что в России вся внешняя политика, она направлена на внутреннего потребителя. Так и здесь то же самое, то есть вот то, что Трамп говорит, да, он смешно для мира остального. И, в общем-то, я вот позавчера на съемках был и встретил здесь гражданина США, но он тебя не американцем называет, а нью-йоркцем. И когда мой африканский коллега по съемкам начал про Трампа спрашивать, нью-йоркец, он так сказал, если ты хочешь и дальше со мной разговаривать, пожалуйста, не продолжай дискуссию на эту тему. А почему, кстати, вот Трамп, на самом деле-то, вот он кому нравился до выборов, и все там за него топили, это построссийского пространства, как украинцы, так и русские. Это вся Центральная Азия, они тоже очень любили Трампа. Это были мексиканцы, это были кубинцы. Собственно, против кого сейчас вся трамповская политика идет. А почему? Ну, потому что он тавгай, он такой, знаешь, образ у него такого брутального белого американца, такого белого господина. И вот он этот образ, как говорится, использует, направляя как будто бы вовне, да, что вот он такой, значит, как бы чуть ли не царь, как он там себя называл, там чуть ли не король Соединенных Штатов, ну что-то в этом роде сболтнул, да. И это направлено на внутреннего потребителя, на его, кстати, электорат. Ну, для меня стало удивительным. Я думаю, я уверен в этом, что он завидует Путину, Эрдогану и товарищу Си. Они же особо ничем не ограничены. Они что хотят, то и могут сделать. Ну, Чего Трамп о себе сказать не может. Трамп не сможет этого сделать, потому что политическая система Америки, она очень устойчивая. То есть вот огромное количество тех указов, тех действий, которые там Трамп проводил в жизни, оно же уже сейчас отменено фактически. Так он завидует им. Вот смысл в этом. Он же тоже хочет быть царем, османом или там еще кем-нибудь. И у него особых перспектив нету, что всякого рода оппонентов и систем сдержек, вот таких зажившихся, мечтающих стать королем личностей, их много. И не каждому, конечно, удается дорваться до власти, но Трамп дорвался. Он же по большому счету шоумен. Второй раз уже даже. Шоумен по большому счету. А шоу это не политика. И он, я не знаю, какие у него большие навыки в бизнесе, столько этих банкротств всякого рода и всяких авантюр, которые с ними были. Это больше похоже на шоу. И, откровенно говоря, Трамп-то не Форд, он там не с нуля начинал, не с лопатой. Начинал он, у него... Ну, у него отец был застройщиком в Нью-Йорке как раз. И, в то есть начинал с наследства. Ну, не то чтобы с наследства, я так понял, что отец его на момент старта бизнеса, у него был приличный капитал, по тем временам 5 миллионов Это и есть долларов. наследство. Этот капитал был не его, это был отцовский капитал. А это и есть наследство. Всем бы таких отцов, короче, чтобы капитал был 5 миллионов. Ну, я бы вот, Джеки Чан, например, на это не идет, наоборот, он своих детей оставил без наследства, потому что считает, что они сами должны все работать. Ну, то же самое и Билл Гейтс, по-моему, они сделали. Да, вот, это они хотят добра своим детям, чтобы они не превратились вот в то, во что превратился. Ну, я думаю, что Трамп, он несколько своеобразен, он же ведь плохо в школе учился, у него там что-то с дислексией было, его отдали там в какое-то военное училище, ну и там он вот, видимо, таких этих
манеры или там скопировал какое-то поведение таких чисто солдафонов. Ну, понятно. С другой стороны, тоже банкротство, банкротиться нужно уметь, потому что некоторые Ну, после банкротства вообще исчезают, да, то есть у них и имущество не остается, и все прочее. Но, как видим, Трамп, банкротясь, в итоге выходил в плюсом, то есть поэтому ничего удивительного нет. Ну, ну, давай немножко переключимся на другую тему. Там что-то вот я даже вот в польских СМИ начинаю фиксировать какое-то снижение интереса, снижение информированности к Украине. И вот из последних событий, которые произошли, это вот чудовищная атака, значит, баллистической ракетой, друзья мои. Это не что-то там, которое можно перехватить. Это фактически где-то там полигон, вылетело 5 минут, и она уже упала, ударила по Кривому Рогу, погибло сколько, 10 детей, да, возраста там от 3 до 16 лет. Какое-то количество взрослых отыграли, страшная трагедия. И, в общем-то, я видел там несколько роликов, там как то, куда они целились, и куда бомба упала, там расстояние, извините меня, 200 или 300 метров. Ну, это что и понятно, потому что баллистическая ракета должна снабжаться не фугасной боеголовкой, а боеголовкой какой-нибудь ядерной, и там плюс-минус 200 метров роли не играет, как говорится. Но в данном случае вот погибло большое количество детей. Это, конечно, большая трагедия, но я вот так смотрю, и во всем мире как-то это, ну, война, погибают дети, ну, как фон, знаешь. То есть уже на 3-й год войны люди уже привыкли к тому, что где-то идет война, где-то погибают дети, и никаких откликов, никаких акций протеста, ничего не было. Даже здесь, в Варшаве. ну, во всем мире у всех людей свои проблемы. И горе, которое где-то там, особо не затрагивает, когда у тебя каждый день надо детей кормить, какие-то вопросы решать. И жизнь, она не малина, приходится напрягаться. Вот. И это очередной акт устрашения. Ничего другого там не могло быть. Я помню, во время войны в Чечне Угу. по Грозному ударили 2 такими же ракетами баллистическими. А вся Чечня, если полностью взять ее, в общем, в то время, ну, ни одного объекта, который бы стоило несколько миллионов долларов, сколько стоят эти ракеты. И сам Грозный, наверное, уже в то время в развалинах был, в общем, не представлял такого интереса, чтобы на нее тратить столько. Но, тем не менее, ударили по дому семьи Дудаева, Угу. самого Дудаева в живых не было, и Басаева. Вот 2 самых дорогих объекта, на которых они потратили 2 баллистические ракеты. Но это не стоило того, но акт устрашения, что любят со времен Ивана Грозного, что опричники этим занимались, царская охранка занималась, НКВД, теперь вот опять вот эти демонстративные акты. Путину надо срочно, пока отношения с Трампом не испортились, а они уже на грани. Трамп уже хотел за 24 часа прекратить войну. Но он думал, что, я так думаю, что Трамп, ну, ты знаешь, как вот эти диктаторы, они же все обладают очень мощными коммуникационными способностями. То есть вот с виду-то Путин такой невзрачненький, где-то интеллекта у него не хватает, но тем не менее он, видимо, каким-то образом там в период там телефонных разговоров еще в первое президентство, да, он каким-то образом, видимо, дал понять Трампу, что вот он может в каких-то местах уступить. Ну, знаешь, там, как лестью какой-нибудь там, или еще чем-то, может, подарками какими-то. Конечно, там хорошие русские говорят, что есть какой-то компромат на Трампа, но в мире политики, я думаю, всякие там компроматы с женщинами там, или еще что-то это такое, это не работает. И Трамп, по-видимому, был уверен в том, что он знает Путина.
А оказалось, что он не знает Путина, и сейчас тоже тишина. Вот эти переговоры, они фактически взошли в тупик, потому что Трамп своих позиций из потраченных тех же денег, вооружений и все прочее, да, которое ушло, он не может же просто поступиться тем, чтобы просто сдать Украину и все, и привет. Ну, я не думаю, что Трамп все-таки думал, что хорошо знает Путина. Он думал, что хорошо знает себя и Америку. Мгм. А Америка-то уже не та. Мгм. И не той Америку вот как раз сделал он сам. Мгм. И вот эти, скажем так, неловкие движения, вот на русском языке это называется слон в посудной лавке, они именно опустили на несколько пунктов имидж Америки, как мирового жандарма, как первую экономику, первую армию, первую свободную страну. Вот таких позиций у Америки было много. Очень многие считали его надежным союзником и гарантом стабильности, как экономической, как политической, так и военной. И вдруг все оказалось не совсем так. Он даже умудрился, начал наводить, скажем так, дружеские отношения с источниками вот тех угроз, против которых противостояла НАТО во главе с Америкой. И как теперь, в общем, вот это все объяснить, даже сложно Путину объяснить. Вчера это были пиндосы, которые хотят завоевать ресурсы России. Вот этот анекдот мне очень часто вспоминаю, когда два бомжа сидят на свалке, один нашел кусок газеты, где написано что-то об американцах, второй его начинает убеждать, что американцы просто хотят захватить наши ресурсы. И возникает вопрос, он сам к этим ресурсам какое-то отношение имеет вообще? На свалке живет. И вот здесь вот эта абсурдная ситуация. И сейчас Путина задача, я думаю, одна. Любыми путями, любыми жертвами и расходами улучшить свои позиции до того, как начнутся переговоры. А переговоры его вынудят, потому что попортить вот так легко свои отношения с Дональдом Альфредовичем, кажется, он не может. Это будут жесточайшие последствия, потому что он обидится на него. Эта обида может обернуться для него большой проблемой. И сейчас его задача в основном, кого можно напугать и как можно лучше улучшить свои переговорные позиции. Любой ценой, любым. Ну, смотри, сейчас же вот опять же с другой стороны, Трамп начал вот эту тарифную политику. Вдруг внезапно возникли там огромное количество сторонников свободной торговли, которые говорят, что ой, тарифы плохо там и все прочее. Трамп на это им отвечает, что ну позвольте, Америка, вот самый мощный экономический рост, который в Америке случился, он случился где-то после гражданской войны и шел на протяжении 40 там, или 50 лет, вплоть до Первой мировой войны. А потом еще более резкий скачок случился. Но в этот период, до Первой мировой войны, там было все в пошлинах. То есть американцы занимались протекционизмом и создавали оборонительные, так скажем, когда только-только их индустрия строилась, от уже таких индустриально развитых стран на тот момент, как Британия, как Франция, Германия, которые, ну, чуть раньше начали просто вот эту индустриальную перестройку, так скажем. И трудно ему что-то возразить на эту тему, но что произошло с нефтью? Цена на Уралс, на то, что в основном продает Россия, упала ниже 50. При том, что мы знаем, ты же помнишь, там были вот эти всякие кризисы и так далее, когда там нефть была запланирована по 25 или по 35, а упала там до 10 или 15 долларов за баррель. И уже и там уже и кризисы пошли, уже и выплаты, невыплаты заработной платы пошли и так далее. То есть я думаю, что российская экономика, учитывая вот эти огромные военные траты, она в принципе уже загибается. А учитывая то, что отсутствовало 3 года, например, по многим направлениям, ну, ты понимаешь, что некоторые виды, например,
м, какого-то расходного материала, оно в России вообще не производится. Много таких вещей, например, связанных с наукой, как то какие-нибудь реактивы для медицинских целей и так далее, они тоже в России не производятся, от слова совсем. Их там поставляют, конечно, по хитрым схемам. Вот здесь я встречал и кыргызов, и казахов, которые, значит, начали использовать свои страны для этого, значит, экспорта, реэкспорта. Да? Ну, то есть создают здесь фирмы и занимаются, ну, посредническим бизнесом на самом деле. Ну, много говорится о том, что санкции будут сняты, тарифы будут введены. Ну, например, там начали было хорошие русские критиковать, что, а вот типа Россия, там КНДР, там Иран, они типа им тарифы-то не подняли. Пока что практически никому не Так потому что подняли. торговли-то Пока это не нету. работает. Америка не покупает из этих стран ничего. Ну вот в связи с этим, вот ты как бывший военный, сейчас появилась информация, что там в Индийском океане есть там группа островов, которая до сих пор оккупирована Британией. Они там как-то очень хитро во время Второй мировой оккупировали, то ли французские, то ли какие-то, ну какие-то атоллы. И там у них есть военные базы. И они там по договору какому-то должны были эти базы то ли Малукским островам, то ли еще, ну какому-то островному государству передать. И сейчас, говорят, там американцы нарастили группировку войск. С чем это связано? С тем, что, возможно, с Ираном что-то случится? Или же это просто нарастили группировку против вот этих йеменских хуситов? Да там не только йеменских хуситов, там вот этих разного рода групп неконтролируемых, и, о которых они мало чего знают. Например, в Сомали сейчас проникнуть невозможно. Невозможно проникнуть вовнутрь даже вот той же Хазбуллы. Вот это. А для, например, военных действий самое страшное – это отсутствие информации, неинформированность. И сейчас вот эта территория, вот эта зона, которая пичкается, в общем, оружием, я думаю, что это больше всего они пытаются напугать, нежели... То есть это просто демонстрация силы, да? Демонстрация силы. Элементарно просто в Персидском заливе где-нибудь подбить хотя бы один танкер с нефтью для Ирана большой проблемы не составляет. Разными путями, смертникам, одного, в общем, катера даже, не дрона, а обычного катера со взрывчаткой или еще чего-нибудь, что-нибудь они придумали. Если они подорвут один серьезный танкер, любой, в Персидском заливе, это обернется трагедией. В первую очередь, нефть уже $50 стоить не будет, это однозначно. Если нефтяные цены подскочат, их уже взять под контроль будет сложно, потому что, во-первых, Персидский залив после такого акта, даже одного акта, станет уже очень опасным, безопасность куда-то моментально денется, все начнут перестраховываться, особенно страховые компании, будет суматуха, и во что вот этот один акт обернется, примерно представим. И рост и осложнение нефтяной транспортировки, это приведет уже к остальному взрыву всего. Все цены параллельно, потому что все подвязано к энергоносителям, все подвязано к безопасности, и эта система лопнет одной ракетой, которой Иран уже располагает. Не то, что Иран, не, ну они же поставляют, хуситы располагают. Так они поставляют хуситам ракеты, и хуситы, ну и как их в простонародье тапками называют. Они этими ракетами бомбят Израиль. У них это в наличии. Вот что самое главное. Кто поставляет, это уже не важно, но в наличии. И сейчас, если они договорятся, и вот это, они все разом выстрелят, хоть одна ракета куда-то да попадет, куда надо. И какие будут последствия, я не думаю, что они не учитывают этого. Поэтому, по всей вероятности, я так уверен, в этой ситуации, территория очень взрывоопасная, очень важная.
это логистика, на которой держится практически вся мировая торговля. Если они сделают такой шаг, чем это в худшем варианте, а там, я думаю, 50/50. Я понимаю, что есть силы, достаточно сил, которые могут обеспечить какую-то безопасность, но не стопроцентную. И если учесть, то иранские вооруженные силы – это серьезная страна, у них вооруженные силы тоже – это 80 миллионов. И все последние 70 лет большой информации об экономике Ирана не было. Теоретически экономика Ирана должна была в этой изоляции, в этих санкциях уже давно сдохнуть, но она не сдохла. И у Ирана есть некоторые вооружения, некоторые ракетные технологии, которые были созданы в изоляции. То есть, если американские ракеты и российские все были созданы на основании немецкого ФАУ, то те ракеты, которые есть, в общем, в Иране, еще неизвестно, как они ее создавали. Смогут ли они ее... Не, но там был такой эксперимент, в общем-то, взяли в свое время в 50-е или в конце 60-х, в начале 60-х годов группу просто средних, чуть ли не учителей математики, физики, там, химии и так далее. В общем, посадили их просто в какие-то условия, значит, да, давали питание и все прочее, и с целью разработать прям документацию. То есть это не идет о том, что как-то теоретически что-то там разрисовать на основе книг там и так далее. Документацию по созданию производства полностью какого-то цикла ядерного оружия. И за 3 года эта группа средних ученых, она создала именно документацию. То есть они, по сути дела, этот манхэттенский проект повторили маленькой группой. Да, но у них был доступ к общественной открытой информации. То есть понятно, что какие-то тонкости и нюансы, скажем, которые требуют именно инженерных решений или там каких-нибудь, ну, ты же знаешь, только во время опыта так, приходит, так скажем, опыт, каких-то опытов, да, то есть необходимо провести. Но это чисто, вот, как говорится, напильником дошлифовывается и ничего нет. Поэтому ничего удивительного о том, что, например, какие-то раньше цивилизации отставали, да, вот, ну, в том же Китае. Кто им дал ядерную программу? Им ядерную программу дал Советский Союз. Но термоядерную программу китайцы разрабатывали сами. В конечном итоге оказалось, что Китай прошел вот этот путь между разработкой собственной ядерной бомбы и собственно термоядерной бомбы примерно за год. То есть это самый быстрый вот переход. То есть разные страны, также Франция, например, Британия. Ну, британцы, они сотрудничали по разработке термоядерной бомбы с американцами. Но у Франции тоже свой собственный проект был. То есть вот эта универсальность науки, она как раз и показывает о том, что даже самые такие закрытые, бедные режимы, те же, например, северные корейцы, у них же тоже вот они разработали ядерную бомбу, и буквально там года 3 или 4 назад объявили, что они уже провели испытания термоядерной бомбы, хотя страна под жесткими санкциями находится. Люди там в начале 2000-х годов там голодали, умирали, больше миллиона человек от голода погибло. То есть даже такие страны, в которых не так много ресурсов, как в том же Иране, ну, сравните просто по площади Иран и по площади Северную Корею. То есть ничего удивительного, что... Мне наоборот даже удивительно, что Иран до сих пор не получил ядерное оружие, и хотя, ну, в общем-то, израильские спецслужбы и так далее говорят, что он вроде как будто бы уже даже что-то имеет. Просто боится об этом заявить, потому что иначе, ну, тогда Израиль, наверное, парочку самолетов с чем-нибудь пошлет. А какие гарантии, что они блефуют? Никаких. Синай очень важный регион на сегодняшний день. В политике, особенно в логистике. И вокруг этого региона очень много закрытых сообществ, о которых мало знаем. Вот у нас подписчик пишет: экономика Китая, Ирана — это китайский завод.
Ну, не совсем, может быть. Это мы так думаем. А что там на самом деле, еще надо, в общем, понять. Я вот, кстати, не помню, вот это была программа китайская «Один пояс, один путь». И они, по-моему, хотели построить железную дорогу, вполне возможно, что уже построили, но там как-то интересно, то есть она должна была через Туркмению пройти, а потом эта дорога должна через Каспий, где-то через Азербайджан проходить. Что-то в этом роде. А я думаю, а что бы ее не пустить по Ирану? Вот странно в этом отношении как-то китайцы что-то, видимо, может быть, они и пустили бы эту дорогу по Ирану, а может быть, уже она есть. Не, Но ну просто... там, ну, во-первых, это нужны регионы, которые заселены населением. Мгм. Через пустыню проводить дорогу, это не просто железнодорожная ветка, Мгм. это направление торговли. Ну да, да. Ну, собственно, всему- шелковый путь свой, По старый. всему направлению должна вестись торговля. Мгм. От начала до конечной точки. И вот здесь они должны пройти через те регионы, которые густо населены. Вот дальше, в общем, до Каспия, дальше Каспия уже Кавказ, Грузия, Черноморское побережье, Турция. и дальше идет уже, в общем, Турция и Балканы и Европа. То есть это направление, где будет очень большое потребление всех этих товаров. Вопрос в рынках, Мгм. в рынках, в общем, потребительских рынках. И это направление, конечно, перспективное. И, ну, чем был, в общем, знаменит, например, Дербент, это величайшая крепость, и который имеет 5000-ю в общем, историю. Он охранял проход между Черным и Каспийским морем, проход шелкового пути. Дербент вырос на шелковом пути, его строили персы, Ксеркс II. Это был пункт налогосбора шелкового пути. Здесь был перекресток. И на запад он через Кавказ уходил на Крым и Мгм. дальше уже через Черноморское побережье и Крым в Европу. Киев был городом шелкового пути. Благодаря, ну, под любым государством и под любой политикой должна быть экономика. Экономика всегда зависит от политики, а политика зависит от экономики. И вот здесь Киев тогда, этот величайший город, вырос на шелковом пути. Остальные города, вот это все, тут ничего придумывать не нужно, надо просто вот это все восстановить, и они сейчас работают над этим. И по всей вероятности, конечно, противоречий будет немало. И практически вот именно Грузия, она стала точкой преткновения по той причине, что там сейчас планируется строить глубоководный порт. Мгм. Ты рассказывал уже. Это вот где-то над Батуми, да, возле границы с Абхазией. Между Поти Мгм. и Батуми, да, прямо это Анакли место называется. Как раз его начали строить американцы. Вот что удивительно, вот этот новый министр обороны, у него фамилия какая-то интересная. Никак Американский, да? Тоже не помню. В общем, бывший бизнесмен. Ага. Был когда-то военным, но он бывший бизнесмен. Он как раз имел этот подряд, который у них отжали, передали китайцам. Вот. Ну, сейчас, в общем, грузинская общественность очень надеется, что по новой отожмут обратно. Ну, Китай уже вложил большие средства, они построили, точнее, достроили автобан Тбилиси-Батуми, он уже, в общем, задействован. Ну да, я вот в 2021 году ездил, там еще в каких-то моментах, значит, в горах там что-то туннели прорубали, как раз и там одни китайские. Сеть туннелей очень интересная. Китайские работники. Там дорога была очень сложная, сейчас, кажется, 3 часа занимает. Но я помню, я ездил по нему, это вот действительно достижение Михаила Саакашвили, потому что это при нем началось. И самое меня что интересное поразило, что мы там в каком-то районе ехали, а он говорит, вот здесь буквально 2-3 километра там поворот,
с автобана, короче, говорит, уже Осетия. Ну, я Да, потому что по сибирским, по своим этим, что нам до ближайшего города там 5 часов, 6 часов ехать, а там все-таки расстояния-то менее большие, но тем не менее, то есть автобан он существенно, я думаю, упростил, так скажем, и перевозку грузов и все прочее. Это хорошая многополосная дорога, бетонированная, ну, в общем-то, со всеми вот этими ну, остановками, да, тракстапами и так далее. логистика имеет очень большое значение. Черноморский бассейн, дальше выход на Европу, дальше Босфор. Так что этот регион, конечно, будет иметь очень большое значение. И если Синайский полуостров, если вот этот, в общем, регион, который прилегает к Ирану, сейчас взорвется, это коснется всех и всего. Мгм. Поэтому я думаю, что это будет самым таким тяжелым, большой ошибкой, если они сейчас попробуют решить этот вопрос силовым путем. Никто сдаваться не собирается. И сопротивление Ну, вот то есть ты этих... думаешь, что вот американцы, я просто предположил, что ну, такая концентрация войск, она, знаешь, была перед тем, как режим Саддама Хусейна уничтожили. Как раз там начали наращивать войска, вот эти, значит, какие-то группировки отплыли внезапно с американских портов, там, значит, какие-то подводные лодки и все прочее улетели, начали, значит, увеличиваться группировки в той же Саудовской Аравии и так далее. Ну, это 2003 год, это А относительно что это недавно было было. первый раз тогда? Или в общем, сейчас Не, но во я второй говорю к раз? тому, что, смотри, то есть получается, что, ну, там, понятно, это вечно Израиль боится того, что Иран получит ядерное оружие и, значит, эти беспокойные аятоллы, значит, нанесут удар по Израилю, и это спровоцирует очередной виток, там, значит, арабо-израильских конфликтов, так называемых, то и в Сирии тоже вот эти аятоллы, значит, запускали, значит, своих прокси, да, и, собственно, Ксир этот там участвовал в уничтожении суннитов, например. Но там вот сейчас в Сирии все вроде бы мир, к власти пришли так называемые умеренные Ну, исламисты. это обманчиво. Нету там мира. Мгм, Пока есть договор, мгм, а сколько этот договор будет длиться, еще неизвестно. мгм. Там очень большую территорию держат курды, Ну, вот, притом собственно, курдскую. основную, Ну да. основную территорию по той причине, что основные А курды это с нефтяные, американцами? да, нефтяные промыслы находятся там, вода течет оттуда, основная влага, чернозем, земли, где вот что-то можно вырастить, находится на этой территории. Вся остальная территория это пустыня, поэтому Сирия отказаться от Курдистана сирийского не может. А может быть Вот. такой вариант, что раз и случится, что курды обретут свое собственное независимое государство? Но это не раз, это уже, наверное, последние 30 лет. Они не только работают, они воюют над этим. Курдистан сейчас разделен на 3 региона. Это иракский Курдистан, турецкий и сирийский. Но я так понял, что вот сирийские курды, и это вот как-то, значит, у них другой кейс, так скажем, можно так сказать, нежели чем у турецких курдов. Но дело в том, что турецкие курды, они с ними, по большому счету, вопрос решен. Их расселили, их растащили, друг на друга натравили, посадили ихнего лидера Аджолана, который сейчас уже обратился к турецким курдам распустить рабочую партию Курдистана, и они это, кажется, сделали, Мгм. основная масса, не все, конечно, но то есть вопрос с турецким Курдистаном решается. А вот вопрос с сирийским Курдистаном, он еще стоит. Иракский Курдистан практически находится в союзниках к турецкому, они им даже помогают, как-то поддерживают. Турецкое государство иракскому Курдистану ничем не угрожает. Но вот сирийский Курдистан практически поддерживает
турецкий Курдистан, основная угроза идет оттуда, именно по этой основной причине. Турецкая армия сейчас находится на сирийской территории. То, что Эрдоган хочет тоже, как и Путин, стать османом, это, ну, может быть, это еще и присутствует, но это не самый главный аргумент. Самый главный аргумент, что турецкий Курдистан все вооружение, финансирование и поддержку в плане создания курдского, в общем, государства, в общем, получает именно от сирийских курдов по той причине, что они пользуются американским зонтиком и какие-то гарантии они имеют. Я думаю, что Америка тоже подвязана и к нефти курдской, к той. Ну, я так что-то гуглил этот вопрос, там тоже возникали, там, значит, вот это, что, ой, там это все американцы из-за нефти полезли и так далее, а оказалось, что там в Сирии-то нет месторождения нефти. Нет, Практически там есть что-то, но Катар хотел через территорию Сирии тянуть в Европу газопровод. И поэтому там в Сирии вот это случилась ситуация, потому что сначала все согласились, а потом внезапно Иран вдруг понял, что а что это Катар гонит. Ну и понятно, что там сошлись и определенные интересы, и случилось то, что случилось. Ну, нефть Курдистана, она, в общем, таких объемов не имеет, но они могут спокойно обеспечить потребности, не, ну, конечно, это да, потребности Америки в этом регионе. Ага. А представьте себе, если им придется их транспортировать туда, если не будет местных источников, а придется привозить, это дополнительные и довольно-таки серьезные расходы. А что касается газа Катара, вот этот наш, ну, мы помним вот этот знаменитый трассу Баку, Джейхан, Западная Европа. Набукко, который. Да. Который начался хорошо, а закончился никак. Ну, пока никак, но оно же живое. Оно не, ну проект вроде бы живой, там документация вся живая. Катару достаточно подтянуться к этому Джейхану, то есть турецкой точке, и эта трасса будет уже работать. И у Катара неограниченные какие-то запасы. А я вообще считаю, что неправильно ведут не в ту сторону, потому что надо тянуть в Индию. Индия сейчас, экономика Индии на подъеме. Там тоже происходят глобальные изменения. То есть вот это, я думаю, что через какое-то время там и касты даже, ну, они формально отменены, естественно, но все равно я даже здесь по съемкам вижу, что здесь очень такое кастовое разделение у индусов, и действительно, ну, такая древняя система, так скажем, взаимодействия, она у них до сих пор там существует, но в связи с развитием индустриализации и все прочее экономики Индии, конечно, они будут сейчас требовать потребления огромных количеств энергии, так скажем. То есть и Китай там напрямую видит, конечно, в Индии конкурента, потому что сейчас самая густонаселенная страна мира, это Индия. То же самое вот я читал про давно, это, кстати, было лет там 10 или 15 назад, значит, то ли фильм, то ли еще что-то, и там какой-то один ученый объяснял о том, что почему нужны вот эти вот религиозные евреи, хасиды и так далее, потому что, ну, это единственные евреи, которые размножаются в Израиле. Почему? Потому что, говорит, палестинцы победят Израиль не оружием, не терактами, а маткой палестинской женщины. И вот, собственно, когда некоторые ставят вопрос, почему это вдруг Нетаньяху там разбомбил целый сектор Газа, там и все прочее уничтожил, да, и погибло огромное количество детей, так это же вот как раз те же самые, ну, вот эти голодоморы, геноциды и так далее, они же действительно привели, ну, представляешь, вот не было бы голодомора, да, а сейчас украинцев было там 150-170 миллионов, например. И какая бы Россия напала бы на такую страну, понимаешь? То есть вот такая, вот эти вот геноциды, они же устраиваются специально для того, чтобы вот целое поколение просто оно, ну, как бы не дать увеличиться, не дать вот этого старта, не дать образования государства. То же самое в Турции происходит. Я читал статистику, что вот эти турки-османы, они уже там лет
200 уже не размножаются. Сейчас в основном так вот эти Каракоенлу были такие вот объединения и так далее. Это вот тоже турки все там, да, благодаря, собственно, деятельности, деятельности Ататюрка, это действительно стала одна нация, все там, все и лазы, собственно, сам Эрдоган это лаз, фактически, грузины, мусульмане, да, долгое время жившие в Османской империи. И курды увеличивают свою численность, то есть внутри Турции. И, в принципе, создается, турки, видимо, создали такие условия для того, чтобы просто не отрицать, значит, курдов, а начать интегрировать. И именно поэтому это сбило, так значит, устремление на создание своего собственного государства в турецком Туркестане. Может быть и так. Не, ну, идея, в принципе, курды неплохо интегрируются в турецкое сообщество. Очень много состоятельных людей, много общественных деятелей, деятелей искусства. Но все это на территории самой Турции. А вот рядом, за границей, в Сирии, вот этот сирийский Курдистан, он является основным триггером и рассадником идеи создания курдского государства. И до тех пор, пока Турция с этой идеей что-то не решит, эта идея будет жить. Сколько лет она будет жить, это для Турции станет проблемой, потому что все-таки на сегодня... Ну, даже вот сейчас недавно был какой-то этот, значит, Турция протест заявила, был какой-то марш, и там, значит, шли греки, и, значит, начали скандировать, что Кипр это Греция. Ну ты знаешь, там же половина Кипра это Кипре, ну, когда греки, киприоты решили устроить небольшой геноцидик, значит, турков-киприотов, Турция еще там в 60-е годы оккупировала, значит, Северный Кипр, так называемая, создана там никем не признанная республика Северного Кипра, и мне вот до сих пор здесь в Польше периодически прилетает, значит, реклама, значит, в Инстаграме, еще в каких-то местах о том, что вот как хороши апартаменты в таком-то городе, а гуглишь, смотришь, это Северный Кипр. Ну, Турция все-таки, несмотря на все эти потрясения экономические, общество, которое развивается и гармонично развивается. И вот, знаете, что меня удивило в последнюю поездку, лет 10-15 назад на улицах было очень много вот этих бородатых, вот этих таких жестких исламистов. Это даже, особенно даже до вот этой сирийской проблемы, когда очень много, несколько миллионов мигрировали из Сирии в Турцию, даже и до этого. Там на каждой мечети сверху начинали строить вторую мечеть. Очень много таких женщин, одетых вот в эту параджу, скажем так, общими. Там они там несколько разновидностей. Сейчас я был поражен. Девчонок в шортиках с наколками на самокатах значительно больше стало, чем тех, которые в платках. Ну, мода прошла, может. Ну, как это, мода на религию, она так быстро не проходит. Ну, что-то случилось. Не то, что случилось. То есть, я думаю, что часть населения переболела просто. Вот этим фанатизмом. Религия, она тоже разная бывает. И такая же проблема и у Израиля. Ну, ладно, мы переходим в такую область, которая еще потребует несколько часов обсуждения. Но, к сожалению, нам уже сигнализировали о том, что будет следующая передача. Начнется ровно в 6 часов. Слушайте, оставайтесь на волнах нашего радио. Всех благодарю. Благодарю гостей за внимание. Миша, хочешь что-нибудь сказать, пару слов? Миша пришел.
покивал головой, говорит, нормально, но слов не скажу. Ладно, большое спасибо за внимание. Встретимся с вами, друзья, на следующую пятницу. Всем спасибо, всем до новых встреч. Радио мы с вами прощаемся. Всем пока, до свидания. Так. Запускаем. Запускаем эфир. А мы с вами прощаемся традиционным способом, друзья мои. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Донат, лайк, репост приветствуется. Всем пока и до новых встреч.